Село Корпе современного Ленинского района заложили еще во времена Крымского ханства. В середине 19 века оно обезлюдило. Из-за постоянной засухи и общих настроений крымские татары оставили Корпе, отправившись вглубь полуострова или же в Турцию. Но уже в начале 20 века Корпе возродилось. Исчезнувшее с карт село начали заселять, и на момент депортации крымско-татарского народа тут проживало несколько десятков человек. Но по-настоящему новая жизнь в Корпе началась с возвращением депортированных на родину. Близость к окраинам полуострова и немного меньший по сравнению с другими районами контроль со стороны властей привели к тому, что крымские татары стали возвращаться сюда уже в конце 1960-х годов. Но для большинства вернувшихся в то время путь на родину оказался долгим. Бабам пек істейді біз Қырымда яшағанымызды, оқығанымызды. Бақчысарай строительный техникумы бітірдім. И сон направление берділер, бұл района, Ленин районына. Бір ел бұнда çalıştым. Сон қайтып прописка yapмадылар, мен молодой специалист, обязаны квартира вермее. Ондан қорқып, мені сократили. Не имели права, но сократили. 1968 senesi Өзбекстаннан шығып келді біз. Мен о уақытта 14 yaşında едім. Біздің қорантамыз 7 бала, büyüğü мен еді, 14 yaşında еді, büyüğü мен еді, küçüğü 8 айлық еді. Bir yerde прописка olmadı. Tapalmadık çaresini, прописка çaresini tapalmadık. Балалар hepsi hasta ediler, koklüş hasta ediler. Құры мен қасырда егіледім. Ана, sen bu балаларын қайып edeceksin. Sende de var bunda bir kapskorlu, benim babam kapskorlu. Bir kapskorlu bir adam var dedi. Ona varsan, o seni yollar dedi. Geldik, iki semya olduk Kalinovka'da. Ama etip bizim yaşayışımız Kalinovka'da başladı. Вернувшийся в Крым в 1974 году Ильяс Мамутов больше года скитался по полуострову. Не имея возможности найти постоянную работу, он не раз переезжал и уже собирался покинуть родину. Но все решила случайная встреча. По дороге из Крыма его уговорила остаться пожилая крымская татарка, посоветовавшая ему остаться в Ленинском районе. Но до получения заветной прописки оставалось еще 10 лет. Райисполкомда делали, вот что ты приехал, Столярчук, такой молодой, специалист, образованный, туда-сюда, что тебе здесь в Крыму нужно? И облетып элін көтерді де, меня, пока я жив и здоров, тебе не видать прописки. Ты, мана. Мен дедім, я подожду, когда вы умрете, дедім, да? Өлдіп, мені алып кеттілер милицияға. Милицияда бір саат, 2 саат тұттылар мені, и берлер. Больше не появляйся здесь, в райисполкоме, деділер, да, мана? Но мен күн біз анда топлашырдық, потому что инициативный группалар, мына бұл Крымда. Bizim район пек активный еді. Бірінші митинг бізде кечті Ленинада. Калиновкада Куртасманы Бекер аға бар еді. Пек атық адам, әулі біршеден қорқмаған адам. У организовать етті, клубын янында. Топландық. Бір 50-100 адам, наверное, Калиновкада. У вақыт адамлар аз еді, бүтін көйлерден келіп. Вот на вот этом месте в 1987 году крымские татары впервые собрались на митинг. Начали митинг, и в это время подъехали несколько машин милицейских, несколько пожарных машин. И они начали создавать шум, чтобы мы не смогли провести свой митинг. Мы не знали, как себя вести, потому что еще опыта такого не было проведения митингов. Поэтому, когда нас начали притеснять, Бекер ага Куртасманов сказал: садитесь, чтобы нас не растащили. И вот таким образом, не проведя митинг, но начав его, мы провели первый боевой опыт. После этого в Ленинском районе было очень много митингов, протестов крымских татар. Köyümüzden 3 adamını yolladık onda. Bütün rayonda yürüp, para yığaydı, bunlara yardım etmeye para da yıllaydı. Korkmay едік. Митинглер өткередік. Соны Садықнан бері олар еженен барып, Алими Абдылланың памятнигін құрдылар. Бұл bizim район yaptı. Балалар топланып, яш балалар біршіден қорқмайып, еженен барып, ол памятнигі құрдылар. Әуле яшадық, қорқмайып. Тек өзіміздің үшін түсінмедік. Біздің
кайта жак калклар үчүн түшүндүк. Эпмиз шу. Сегодня в Корпе каждый четвертый из 2000 жителей – крымский татарин. Несмотря на все трудности возвращения и перестройки, сегодня именно крымские татары обустраивают село. Большая часть местных предприятий тут носит крымско-татарские имена. Есть тут и мечеть. Несколько лет назад она обзавелась минаретом. Биздин калкымыз ишкирдан, пек чок яшларымыз бар, пек чок сой-соплар. Эвелден асирет чекедик, сой-сопумуз жок эди. Шын эркесин баласы чагасы болду, торуннары болду, гүзел болду. Эпмиз Калиновкада жашайыкчы. Шүкүр Аллахка, шүкүр.